ходим по улицам, спешим по делам. И порой не замечаем тех вещей, которые нам кажутся обыденностью. А между тем они могут таить в себе культурную либо историческую ценность. Вот как, например, этот неприметный обелиск на краю Стефановской площади. Чему или кому он посвящен и как оказался здесь? Сегодня мы постараемся узнать историю некоторых скульптур нашего города. Кстати, этот обелиск – первый памятник в Сыктывкаре. Он появился еще в 20-е годы 20 века. Правда, за свою почти вековую историю он немножко видоизменился, поменял место, за что историки прозвали его плавающим, и в конце концов потерял свою былую политическую значимость. В 1919 году в братской могиле на площади Усть-Сысольска были захоронены погибшие в боях красноармейцы. На могиле борцов за советскую власть был установлен обелиск. Он стоял на месте нынешнего главпочтамта. Деньги на устройство памятника собирали всенародно. Могила-то была, как сказать, по новым тогда революционным традициям, что ли, не на кладбище, а на площади, на Стефановской площади, правда, не в центре, а так сбоку. И в 20-м году на могиле установили такой временный деревянный памятник, а попозже поставили вот такой достаточно симпатичный бетонный памятник скульптора Майзеля. Он тогда вызвал, помнится, споры, потому что на нем была изображена такая, по понятиям того времени, не совсем одетая женщина, такая античная дама, которая склонялась перед вазой урной памяти, так сказать. Вот. И этот памятник очень долго простоял. В 1963 году останки красноармейцев были перенесены и захоронены в сквере на улице Ленина. На могиле была установлена бетонная стела, реконструированная в 1987 году. И так свой облик первый памятник менял 3 раза. После почти 20-летнего перерыва в Сыктывкаре появился второй, на этот раз именной памятник, герою Советского Союза, полярному летчику Михаилу Бабушкину, уроженцу деревни Бородино бывшей Московской губернии. Чем же мы были обязаны Михаилу Бабушкину? Оказывается, он был депутатом Верховного Совета СССР первого созыва по Сыктывкарскому избирательному округу. Первоначально памятник скульптора Николая Саркисова стоял на пересечении улиц Бабушкина и Кирова на 3-метровом постаменте. Потом уже в 70-е годы памятник было решено перенести на улицу Бабушкина, вот туда, к бывшему кинотеатру «Родина». Естественно, что вот этот большой постамент, он настолько выделялся из общей архитектуры города, что вот, чтобы подойти к этому памятнику и посмотреть на него внимательно, нужно было или очень сильно задрать голову, или перейти на противоположную сторону, где поликлиника номер 1 располагалась, чтобы удобно было рассмотреть. И было решено уменьшить постамент, то есть сделать его на уровне именно человеческого роста. Памятник интересен еще и другим. Герой Советского Союза Михаил Сергеевич Бабушкин изображен без звезды Героя Советского Союза. Вот обратите внимание, у него на груди 3 ордена. Это орден Ленина, орден Красной Звезды и орден Боевого Красного Знамени. Еще без колодок. А звезды Героя нету. Почему? Дело в том, что звание Героя Советского Союза было введено в 1934 году. Бабушкин, один из первых героев Советского Союза, получил это высокое звание в 1937 году. А звезда героя, как знак отличия этого звания, введена только в 1939 году. То есть у него ее и не было. И хотя на момент создания памятника уже звезда была, но скульптор решил соблюдать историческую точность, и звезды Героя Советского Союза на груди Бабушкина нету. На сегодняшний день в городе установлено более 30 памятников и памятных знаков, 2 мемориала, 1 мемориальная часовня и более 100 мемориальных и охранных досок. Чаще всего в камне изображают деятелей литературы и культуры, государственных и партийных работников, героев войны. И, как правило, каждый памятник приурочен к круглой дате. 1967 год для Коми, как и для всего Советского Союза, был особенно знаменательным. 50-летие Великой Октябрьской революции. В Сыктывкаре празднование шло особенно широко. На юбилейной площади вождю мирового пролетариата установили памятник Ленину Коми Ещань, Ленину от Коми народа.
Очень скоро тот же народ каменного вождя прозвал «Ленин с рюкзаком». На самом деле это не рюкзак. Идея памятника «Ленин – наше знамя». То есть Ленин впереди всего народа. И поэтому по задумке скульпторов было именно установить такой памятник, где из гранитного блока вырастает фигура Ленина, а за его спиной расположено большое красное знамя, развивающееся причем. Но вот когда был установлен рабочий макет этого памятника в полную величину, то, естественно, сразу обратили внимание на то, что знамя очень сильно выдается в левую сторону, вот в сторону главпочтамта, что тем самым будет несколько отвлекать внимание от центральной фигуры и нарушать симметрию этого памятника. Вот, наверное, поэтому уже в последний момент некогда было создавать новый эскиз, новый проект памятника. Ну и архитекторы и скульпторы пришли к мнению, что достаточно, наверное, будет того, чтобы усечь часть знамени, и тем самым центральная основная фигура Ленина будет на своем месте, и внимание будет приковано именно к ней. Еще один каменный Ленин стоял перед зданием аэропорта, но после открытия нового памятника на площади старый демонтировали. На его месте установили другую скульптуру. С 80-го года авиапассажиров, прилетающих в Сыктывкар, встречает человек, машущий след птицам. Скульптура называется «Рассвет над Чукоткой». А вот почему гостей столицы Коми встречает житель Чукотки, остается загадкой по сей день, даже для нашей передачи. Бюст болгарского революционера и государственного деятеля Георгия Димитрова уникален тем, что это единственный памятник в нашем городе, установленный иностранцу. Он появился в 1982-м, году совместных лесозаготовок Коми АСР и Народной Республики Болгарии. Три пера – так называют в народе монумент трудовой славы на кольце пересечения улицы Коммунистической и Октябрьского проспекта. Трактовать народное название можно по-разному, но, как правило, это делают с юмором. Он был установлен в 1977 году, хотя выступы на конце стеллы не перья, а 3 символических знамени, украшенных орденами. Это самый высокий монумент в нашем городе. Высота стеллы 22 метра. По Карла Маркса в 70-е годы можно было напрямую выехать на Коммунистическую. Сегодня она прерывается аллеей, которую соорудили в 80-е годы. Тогда здесь был открыт мемориальный комплекс «Вечная слава». Место для комплекса выбрали не случайно. В годы войны именно здесь стоял горвоенкомат, откуда сыктывкарцы уходили на фронт. «Вечная слава» – самый большой мемориальный комплекс в городе. Кроме скульптурной композиции, олицетворяющей скорбящих женщин, жену, дочь и мать солдата, сюда входит наклонная стелла, на плитах которой отлиты фамилии и инициалы погибших воинов, и портреты героев Великой Отечественной войны. Когда разрабатывался последний проект реконструкции вот этого памятника, была, в общем, по-моему, хорошая идея сделать вот такую, я бы сказал, линию славы, что ли, памяти всех земляков Коми, погибших в войнах 20 века. И у нас уже есть 2 памятника, вот мемориал погибшим в Великой Отечественной войне и памятник погибшим в локальных конфликтах. Они, так сказать, вот на одной линии находятся. А и была идея еще за памятником, ближе к зданию Министерства образования, поставить памятник-часовню небольшую памяти солдат, погибших в Первой мировой войне и в войнах первой половины 20 века, до Великой Отечественной войны. И вот такое, но, к сожалению, этот проект не был осуществлен. Памятник Домне Каликовой скульптора Владимира Рохина, установленный в 1979 году, уникален тем, что это единственная большая полая металлическая скульптура. Девушка с ружьем за плечами поначалу стояла у входа в дом политпроса. Позже ее перенесли к школе номер 2, носившей ее имя. При этом установили на низком постаменте, тем самым пренебрегли задумкой автора, мечтавшего показать Домну на фоне елей и лиственниц.
Первый памятник литературным деятелям в Сыктывкаре появился в 1977 году. Скульптор Владислав Мамченко изобразил основоположника коми-литературы Ивана Куратова под сосной. Но почему-то в народе этот памятник прозвали «Дядечка под душем» или «Дядечка под деревом». В Коми Республике установлено 4 памятника великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину в Воркуте, Ухте и поселке Казлук Усть-Илимского района. Ну и, конечно же, в Сыктывкаре. Только вот столичный Пушкин для большинства жителей недоступен, так как находится он за высоким забором воинской части. Кто автор памятника, неизвестно. Зато известно, его приурочили к 175-летию поэта по инициативе полковника Кирилюка. Данный памятник был установлен еще в 70-х годах прошлого столетия на территории дивизии внутренних войск, дислоцированной в городе Сыктывкаре. Инициатором был один из заместителей командира дивизии по работе с личным составом, большой поклонник солнца русской поэзии Александра Пушкина. Постоянно мы проводим с военнослужащими по призыву тематические вечера, посвященные памяти Пушкина. Военнослужащие готовят произведения, учат стихи, рассказываем друг другу, собираемся, изучаем биографию данного поэта, его произведения. То есть работа с этим памятником, в частности, у нас идет вплотную. Одна из последних скульптур столицы Коми – монумент букве «Э». Он появился всего 2 года назад. Был вырезан Александром Выборовым во время скульптурного симпозиума финно-угорских народов в 2010 году. Мы стали наблюдать, что этот звук «э» или буква, она пропадает, когда пишут в газетах на русском языке, когда разговаривают устно. И всячески стараются этот звук заменить чем-то другим, например, или буквой «О», да, или звуком «э», например, вместо «мэс» скажут «мэс», там «елога» – «йологан», напишут, да, соответственно, какое-то проявляется неуважение и к букве, и к языку. Мы обратили внимание на эту проблему, мы решили соорудить монумент этой букве. Памятник ставят обычно умершим уже людям или таким явлениям, которые вышли из культурного обихода. На самом деле мы называем не памятником, а монументом. Монумент этот долгое время не мог найти место прописки и даже чуть не уехал в Сосногорский район, пока ему не нашли место перед центром коми-культуры Сыктывкара. Каменная буква «Э» полюбилась горожанам и гостям столицы и стала некой визитной карточкой города. Хотя, если говорить о местных достопримечательностях, у каждого есть свой любимый уголок. Почему-то «Скорбящий воин» очень часто хорошо смотрится вот на фотографиях, на открытках. У него чаще всего любят фотографироваться. Визитная карточка вообще по своему назначению должна представлять город, какое-то значимое событие в его истории, которое запоминается всем. Строго говоря, у нас один такой памятник. Это памятник жертвам политических репрессий. Потому что вот он действительно памятник, который посещается, к которому приходят очень многие люди, приезжающие в наш город. Потому что к нам, в общем-то, приезжает довольно много людей, чьи предки здесь остались в нашей земле. Мы, конечно, не смогли рассказать о всех памятниках города, их намного больше. Да и количество памятных знаков возрастает, пусть и не с каждым годом. Вот и сейчас столичная общественность бурно обсуждает идею еще одного памятника – Екатерине II. Благодаря ей Сыктывкар в 1780 году получил статус города. Ну что ж, будем ждать каменную императрицу. Ведь именно памятники придают городу индивидуальность и даже некую загадочность.